абхазского телевидения программа «Аман». Человеку свойственно преподносить себя в лучшем виде, но мы хотим знать больше – правду. И ради этого мы готовы устроить допрос и поискать скелеты в шкафу. Сегодня испытание на прочность пройдет артист Авто Канджари. Почитаем его досье. Авто находится в комнате допроса. Включаем детектор лжи. Начинаем. Авто, здравствуй. Тебе когда-нибудь приходилось пользоваться услугами адвоката? Нет. Хорошо. А у тебя есть что скрывать? Нет. Угу. А ты знаешь правила нашей передачи? Да. И тем не менее, я должна их еще раз тебе озвучить. Слушай внимательно. Я задам тебе 10 вопросов. Ты должен отвечать коротко, да или нет. Детектор выдает ответ, сказал ли ты правду. В конце посчитаем ответы, и если ты был с нами искренним, то дальше участвуешь в нашем проекте. Ты согласен с этими условиями? Да. Ты веришь в себя? Конечно. Последний раз я задаю вопрос. Ты готов говорить правду и только правду? Да. Тогда начинаем. Первый вопрос. Ты волнуешься? Да. Ты нарушал закон? Нет. Ты куришь марихуану? Нет. А сигареты? Да. Ты завидуешь Джимми Шумени? Нет. Уверен? Да. Он так не считает, но это отдельная тема. Дальше. Знает ли твоя супруга Хиба пароль от твоего телефона? Нет. А ее поклонники раздражают тебя? Да. Между вами есть конкуренция? Нет. Уверен? Да. Есть у тебя звездная болезнь? Нет. Есть вопрос, которого ты боишься? Да. Мои вопросы закончились, и детектор разрешает тебе дальше участвовать в нашем проекте. Я приглашаю тебя в большую студию «Аман». Там тоже тебя ждут не менее острые вопросы. Здравствуйте. Авто, присаживайся. Я представляю тебе молодое поколение журналистов. У них есть вопросы, теперь передачу продолжают они. Вы наверняка все знаете Авто Канджари, артист абхазской эстрады. Молодой человек, в принципе, вы принадлежите одному поколению, так что я думаю, вы зададите все вопросы, которые вас волнуют. Начинаем. И кто первый? Авто, еще раз добро пожаловать. Я спрошу так, на какой вопрос ты сегодня точно отвечать не будешь? Надо послушать сперва. Ты готов на все вопросы отвечать? Готов, да. Ты певец, но есть ли у тебя в репертуаре такие песни, твои, которые тебе уже надоели, и ты не можешь уже петь, но однако же тебя заставляют обстоятельства, и ты должен петь эти песни? Нет, нету таких песен. Я все свои песни люблю и с удовольствием исполняю. А сколько их у тебя в репертуаре? У меня где-то 15 есть. Своих Своих, песен? да. Следующий вопрос. Что является самым сложным в вашей профессии?
Ну, для меня самое сложное было это вот первый мой выход на сцену. Я очень боялся, как бы. Но я думаю, что для каждого артиста это очень сложно делать первый шаг. Ну, вот подробнее. Мы хотим знать, когда это было, какая это была песня. Ну, расскажи подробнее. Это было в 2006 году на конкурсе «Молодые голоса Абхазии». Я участвовал, занял 3-е место. Вот, это проходило в Абхазском государственном театре. И Какую песню пел? я пел 2 песни из Урызы и песню Алексея Чумакова «Я от тебя схожу с ума». Ты и тогда еще любил Чумакова? Да. Посвящал ли ты когда-нибудь девушке песню? И если да, то сколько тебе было лет? Наверное, нет, не посвящал девушке. Хотя, не знаю, нет, не посвящал. Хотя, это к чему это было хотя? Хотел, Ну, хотел, но не получилось. А ты пишешь песни на сегодняшний день? Да, я пишу, но, к сожалению, их не исполняю. Почему-то я боюсь их петь. У меня в репертуаре вот 2 песни я написал, но на сцене их очень редко пою. Слышали сапишан насып, напыс рсырка хвасып, абзия барыхана самсып. Вот, это моя Я песня. слышала, Да. У вас есть подруги? И как к этому относится ваша супруга? Да, у меня есть общие и хибленные друзья, подруги, и мои друзья. А так отдельно, ну, как бы нет. Мгм. Скажите, что вы не простите своему другу? Я как бы люблю преданных друзей, предательство и измену, наверное. Ну, а что значит в дружбе предательство? Как может тебя друг предать? У меня были такие случаи, сомнения в друзьях. Потом оказалось, что все хорошо, я ошибался. Авто, скажите, пожалуйста, вы слушаете песни своей супруги? Потому что вам нравится, если слушаете, или потому что надо? Нет, мне нравится. Мы друг другу как бы подсказываем. Вот, например, она написала песню, она показывает мне, я говорю свое мнение. А как вы относитесь к критике со стороны, к сплетням? Смотря какие сплетни. Вообще к критике хорошо отношусь. Это пробивает, чтобы идти дальше и стать еще лучше. А по поводу сплетен вокруг вашей семьи, ну, часто вы сталкиваетесь со сплетнями? 5 лет назад было больше, сейчас лучше. Лучше? Сейчас ничего не слышу, да. Кто больше реагирует на сплетни, ты или Хибла? Хибло больше, Нервничает? да. Авто, ты служил? Нет, не служил. А почему? Потому что я один в семье, у меня нет отца, мать пенсионерка, и так получилось, что как кормились, да, Обстоятельства так да, сложились. обстоятельства такие. А сколько стоят твои услуги? Провести корпоратив или свадьбу? Это секрет. Всегда по-разному стоит. Бывает такое, что мне звонят мои друзья, у меня их очень много в Абхазии, и говорят, там, есть такая сумма, и Как говорил Михаил Круг, я стою много, но для друзей я пою бесплатно, правильно? да, есть такое. Авто, вот допустим, если ваш поклонник вас попросит спеть у него на свадьбе или же просто провести его свадьбу бесплатно, потому что нет финансов, вы согласитесь или вы откажете? Соглашусь, конечно. У меня был такой случай, когда вышла песня «Барабзы», она стала известной, мне позвонила девушка, у нее была свадьба, попросила, чтобы я эту песню спел, они танцевали под эту песню. Да, и как бы я спел одну песню и ушел, и сделал такой подарок. Вот тебе не стоило отвечать на этот вопрос. Теперь будем вся знать, к кому Абхазия обращаться. выстроится в очередь и будет просить тебя на каждую свадьбу спеть песню, денег нет. Но минуточку, пока мы не перейдем к следующему вопросу, у нас есть видео. В Гудаутском реабилитационном центре есть парень, если я не ошибаюсь, Астан, парень особенный, я не хотела бы использовать слово «инвалид», но вы сейчас увидите это в ролике. Он мечтал о том, чтобы спеть песню с Авто Канджари. Оказывается, он поклонник Авто. Позвонили с реабилитационного центра, пригласили Авто, и он сразу же согласился и поехал. Вот фрагмент из этого видео.
Спасибо за видео. Немножко расскажешь об этом дне? Этот день был очень сложный для меня. Мне очень было сложно петь, но я взял себя в руки. Не заплакал? Ну, был момент. Не один даже, кстати, но я держался. Вот так вот. Мне очень было обидно, грустно, и я не знаю. 1,5 часа, говорят, ты им пел. 1,5 часа — это почти сольная программа. Ты сказал, что никогда не плакал. Мгм. Но все-таки что может довести мужчину до слез? Смерть родного человека. Творческие люди, которые имеют отношение к шоу-бизнесу, часто увлекаются татуировками. Вот честно, вы хотели бы набить себе тату? Если да, то что вы сказали по этому поводу спустя время своему ребенку, которого наверняка воспитываете в духе Апсора? Нет, я не люблю татуировки, как бы, и никогда в жизни не сделаю. Это 100%. А если когда-нибудь твоя дочь повзрослеет и скажет, я хочу сделать тату, как ты к этому отнесешься? Плохо? Не позволишь? Нет, конечно. По поводу тату еще одно видео, раз мы заговорили. В Фейсбуке очень было много перепостов и просмотров, как поклонник Автоканджаря по национальности русский человек пел на абхазском языке. Посмотрим. Тут просто тату. С тату начинается видео. Спасибо, спасибо за видео. С каким удовольствием, да, человек поет? Ну, расскажи, как видео тебе попало и кто этот человек, немножко о нем расскажи. Видео мне попало, да. Дима Хагба, это мой друг, барабанщик, музыкант, прислал мне это видео, я посмотрел, я обрадовался и был в шоке чуть-чуть. Этот человек живет в Москве, но я его нашел. Да. Он в Москве, у него жена абхазка, он часто приезжает сюда, и обязательно мы должны встретиться, он должен приехать скоро. Вот. И спеть уже живем. Да, споем. Я думаю, что на одном из концертов я его вытащу на сцену. Творческим людям им постоянно нужно вдохновение, чтобы писать новые песни. Как у вас в отношениях это в семье? Мое вдохновение — это мой ребенок. Я когда пишу песни, например, я сажусь один в тишине, в темной комнате обязательно, и вот тогда ко мне муза приходит. Когда люди вокруг, я ничего не могу. Слушай, ну продолжая тему поклонников, я думаю, что у тебя очень много их, и среди них большинство, наверное, молодые девочки. Мы здесь видим поклонника из Москвы даже. Самый запомнившийся тебе случай, когда поклонница делала какой-то необычный жест по отношению к тебе? Я помню, когда я еще не был женат, приходили девочки во дворе с цветами, там, с автографами. Там. А ты как к этому относился? Хорошо. В смысле, Я ты люблю выходил и людей. раздавал автограф? Конечно. А сейчас просят автограф? Сейчас нет. Сейчас просят фотографироваться. Следующий вопрос. Авто, вы чувствуете себя звездой? Считаете себя звездой? Я вообще не люблю это слово. За рулем, то есть вы ездите? Да, езжу. Мгм. езжу. Бывало ли так, что вас вот останавливали, узнают, что это Автоканджари и вас отпускают? Хотя вы нарушили. Это постоянно. То есть Не, вам в Не, этом не, повезло. Не нарушаю вообще. Я соблюдаю все правила, но когда останавливают, А что
Штрафы бывали у вас? Нет, Вообще никогда. ни разу. Спасибо. Авто, можно сказать, что вот ты доброй души человек. Это даже можно сказать по поступку, который ты недавно совершил. Вот поехал в Гудаутский реабилитационный центр, уделил время детям. Вот если бы у тебя была возможность сделать какое-либо доброе дело, внести какую-то благотворительность, да, что бы это было, что бы ты хотел? Я бы внес деньги на лечение детей. Обязательно, если бы у меня были бы большие финансы, конечно, и я бы помогал. Вот есть фонд Ашана. Авто не раз помогал, кстати, фонду Ашана. Я сама Да. его просила несколько раз. В общем, поддерживал Да. этот фонд. Еще вопросы? Помимо музыкального таланта, какие у вас еще присутствуют другие таланты, скрытые от публики? Я учусь в Москве на режиссера театрализованных представлений, праздников, 5-й курс. Меня затянула вообще эта режиссура. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости, Вы верите в судьбу или убеждены, что все в наших руках? в судьбу больше верю. Вот у людей бывают разные ситуации в жизни, и вот несмотря на это, что вам помогало жить, чтобы идти дальше, несмотря на все это? Ну, у меня были ситуации, конечно, такие. Мне помогает, если честно, мой ребенок. Авто, ты вырос без отца? Да. Сколько тебе было лет, когда ты остался без отца? Ты помнишь отца? Помню, но он уехал в 92-м году. Тебе было сколько лет? Мне годик был. Ну, почти не помнишь. Считай, что вырос без отца. Может, Да, поэтому но у я тебя вот ездил, такое отношение к ребенку? я своему? ездил, как бы, мы виделись пару раз. Какую из песен вашей жены вы слушаете с удовольствием? Есть пару песен, да. Песня про дочку. Потом еще есть одна песня «Илхар», «Стиги» и «Тынчрубеха». А ты сам пел ее песни? Приходилось? Нет, не пел. Часто ты огорчал свою мать или нет? Каким-либо поступком, который ей не понравится? Нет. А она во всем тебя поддерживала? Во всем. Во всех твоих начинаниях? Что бы я не начинал делать, она всегда за, всегда поддерживает, всегда рядом. А плохие привычки, от которых ты хочешь избавиться? Вот я хочу бросить курить. Вот она там тоже меня поддерживает. Даже здесь. Да. Вот у вас творческая семья, Хибла поет, и ты певец. А ваша дочка любит петь? И если в дальнейшем она вырастет и скажет, что хочет уделить свою жизнь именно вот такой профессии петь, как вы отреагируете? Да, она очень любит петь, смотрит проект «Голос дети», обязательно должна посмотреть. Она даже недавно мне говорит, хочу туда попасть. Я не хочу никого обижать. В Абхазии для музыканта, для певца очень сложно здесь. Развития нету. И если будет так же продолжаться, когда она вырастет, конечно, я скажу нет. То есть ты не видишь перспективы? Не вижу. Угу. Еще вопросы? Есть ли такой поступок, который ты совершал когда-либо и очень сожалеешь об этом? Есть. Когда умер мой отец, я не смог поехать на плакание, на похороны. И сожалею до сих пор. Это не от тебя зависело? Нет, не от меня. Можно еще один вопрос? Вернемся к твоему творчеству. Допустим, у тебя новая песня, новый клип, и ты приглашаешь к себе на клип какую-нибудь молодую девушку. И как отреагирует твоя супруга? Она ревнивая, скажем так? Не ревнивая. Вот мы снимали клип «Берегу». Там участвовали, мы с девушкой были только в клипе. И Хибла мне помогала, нет, там нет ревности. Давайте немного поговорим о вашем детстве. Расскажите, каким вы были ребенком и как вы вообще выбрали эту профессию. Кто вас поддерживал? Каким я был ребенком? Непослушным. Это 100%. И вот когда мне было лет 13, я помню, во дворе я собирал соседей,
ставили лавочки и давал им концерт, как бы. Да. Меня поддержала мама в плане музыки и дядя, который живет в Гаграх, Рустам Канджария, он музыкант, певец. И мне помогли поступить в музыкальное училище. И вот я вот так вот тихо-тихо. А почему вы выбрали эту профессию? У меня соседка была Инга Заркова, она сейчас в Москве живет. И такой был случай, я просто, ребенок маленький, шел, напевал, и она говорит: ой, какой у тебя голос, давай к нам. Тогда еще был Армадзис, но я не послушался. И вот после этого вот как-то у меня получилось, что я попал в музыкальное училище. Вот эти слова ее к тебе запали в душу? Да, что у тебя хороший голос. До сих пор, да, у меня в душе. Есть еще вопросы? А в профессиональной деятельности вам приходилось переступать через свои какие-то принципы? Такие случаи были и есть, к сожалению, у нас, когда устраивают концерты, например, и относятся к артистам не как к артистам. Знаете, это как? Вот надо ценить, что имеешь, как бы. У нас в Абхазии артистов-то, певцов, можно по пальцам посчитать, их очень мало. И вот такое отношение было, но пришлось выступить и уйти. Всё. То есть такое имеется в виду неуважительное отношение ты на себя ощутил? Неуважительное, да. А как это проявлялось? Вот я пришел на концерт, меня никто не встретил, не сказал здравствуйте, не посадил за стол, не поставил воду, там, я не знаю, не сделал гримерку, элементарное. Это нужно для артиста. Такие концерты у нас часто, когда мы стоим на улице под холодом, и все люди нас видят, а потом мы выходим на сцену и выступаем. Вот. К сожалению, у нас так. Несмотря на все это, вот, допустим, я сегодня журналист, и я не представляю себя каким-то другим человеком в другой профессии. Но приходили ли тебе такие мысли в голову, что если бы ты был сегодня не певцом, а каким-то другим человеком, допустим, тем же депутатом, чиновником и так далее, ты думал ли об этом? Нет, не думал. У меня и не получится, и не получилось, я так считаю. Потому что музыка вот во мне, творчество, и остальное нет. То есть ты певец и точка. Точка. Еще вопрос? А что ты сейчас волнуешься? Чуть-чуть есть, да, конечно. Поэтому такие короткие ответы, да, нет. Просто я привык так отвечать, я и в жизни тоже так отвечаю. А что легче, выступать, петь на сцене или сейчас перед нами сидеть и отвечать на вопросы? Для меня легче петь, конечно, на сцене. То есть вы не переживаете, когда выходите на сцену? Вообще нет никаких волнений? Есть волнение в начале, пока я не вышел. А потом, когда вышел на сцену, они куда-то исчезают. А от публики зависит это? Конечно. Почему? Но у меня бывало так, что я выходил на сцену, да, и публика так не очень, не поддерживала. Конечно, это для меня много чего значит. А вот бывает на свадьбах, когда вот ты поешь, все сидят, даже не слушают. Вот что ты делаешь в этот момент? Смотрю Да, в пол. постоянно. Смотрю в пол и пою. То есть никого не заставляешь встать и потанцевать? Нет, я не люблю такие вещи. Некоторые артисты ходят в зал, я не люблю. То есть спел, отработал и ушел? Не то, что отработал. Кому нравится моя музыка, кто хочет отдохнуть, он, если услышит эту музыку, он встанет и будет танцевать. Я так думаю. А кого-то насильно хлопать или заставлять танцевать, я не собираюсь и не люблю это дело. Можно еще один вопрос? На что ты готов ради любимого человека? То есть, скажем, ради своей супруги? На многое. Например, со сцены уйти готов, например, если ей это будет мешать? Наверное, готов все-таки. Да, Спасибо. Между папами и дочками есть особая связь.
Ну, ваш ребенок просит вас дома устраивать какие-нибудь такие концерты, показывать какие-нибудь такие выступления? Она часто сама показывает какие-то концерты, да. Чьи она песни больше поет, твои или мамина? Она и те поет. Я не знаю, как она это делает, ей всего 5 лет, она запоминает слова, музыку. И... Вы совершали такие ошибки, которые в корне изменили вашу жизнь? Не припомню, если честно. Хорошо. Ты верующий человек? Да. Насколько? Как это проявляется? Есть люди верующие для себя, есть которые посещают каждые выходные церковь. Как бы не успеваю, но я в душе... А хотелось бы? Хотелось бы, конечно. Какие советы, профессиональные рекомендации вы бы дали новичкам? У нас есть такой проект Warchow Fest, где дети, ну это конкурс такой, для детей. И подростков. И подростков, да. Ну главное учиться, заниматься, поступить в музыкальное училище обязательно, знать нотную грамоту. Ну, у нас по традиции, когда артист в нашей студии, обязательно в завершении он должен нам спеть. И поэтому, может быть, вы хотите какую-то определенную песню, или мы на усмотрение авто попросим его спеть нам припев. Дабако, уйдарбан издырва, дабако дызбадалара, дабако сасвыштум свазырва, дабако дабако-лара. Спасибо. Ну все, авто, твои испытания закончились. Сейчас ты можешь отдохнуть в другой комнате, а мы с ребятами обсудим твои ответы и насколько они были искренними. Спасибо. Похлопаем, авто. Спасибо. Вот скажу вам честно, вы его зажали в угол. Вы это ощутили? Да, ну не совсем. Вы понимаете, это сложно, наверное, особенно публичному человеку, когда спрашивают очень личные вещи. И поэтому кто-то может увильнуть и не сказать правду, а заливать воду. А кто-то, кто умеет искренне говорить, как Авто Канджаре мне показалось, тот больше закрывается, и, конечно, мы получали немногословные ответы. Но это мое мнение. У вас, наверное, будет другое восприятие, я не знаю. Но я хочу узнать ваше мнение о сегодняшнем интервью. Обычно, когда человек руки скрещивает, это означает, что он сидит в закрытой форме, и он очень переживает. Получается, что он переживал всю передачу, я так думаю, значит, у нас получилось выжить все соки, и все-таки он отвечал, хоть и коротко, но мне кажется, что это было правдоподобно, да, и искренне. Я хочу, чтобы Нарсо ответил, что-то новое ты узнал сегодня об Авто, то, что, чего ты раньше не знал, ведь вы еще... Ну, честно говоря, да, что он сентиментальный человек по жизни, вот это было... Ну, я не знал об этом, и то, что он не служил тоже, я думал, он служил все-таки. Но... А если бы ты знал, что он не служил, ты задал бы этот вопрос? Ну, да, задал бы, думаю, Потому что мне было интересно, как он ответит, в первую Потому очередь. что ты тут сказал бы, а я служил. А нет. И то, что он, скорее всего, не очень коммуникабельный человек. Да, ему комфортнее, скорее всего, со своим кругом общения вести беседу. Ясно. Да. Есть еще, да, Сабина? Я, если честно, думала, что он в жизни совсем другой. Мне показалось, что тут он более закрытый, на сцене он может лучше раскрываться, на сцене он веселый, а тут он либо он боялся что-то не так сказать, либо он стеснялся, или он в жизни такой человек. Я пока еще не поняла, если честно. Микрофон. Обычно говорят, если мало говорит, значит очень талантливый, будет хорошо писать песни. Поэтому мы знаем, что Авто пишет песни, у него будут замечательные песни, он большой молодец. Лично я желаю ему успехов. Спасибо. Кто-то еще, если добавляет, то... Часто сценический образ не соответствует реальному. Это вот такой яркий пример тому подтверждения. Надеюсь, у него все будет хорошо, порадует нас новыми песнями, успехов ему во всем. Ну, я бы тоже подытожила и сказала бы, какое впечатление у меня. Я пою лучше, чем говорю. Да? Спасибо большое, у вас были замечательные
вопросы. Я думаю, что я надеюсь вас увидеть в следующей передаче, потому что с вами передача становится интереснее. До свидания. Авто, ты доволен своими ответами? Честно говоря, не совсем. Мгм. А какой вопрос вот до глубины души дошел? Вопрос о вере в Бога. Ты здесь не очень многословен, но, видимо, это твой характер. Наверное. А какое впечатление оставил ребятам, ты узнаешь, услышишь уже, когда будешь смотреть в эфире нашу программу. По правилам нашей программы все наши гости оставляют свой автограф на стене. Я думаю, ты нам в этом не откажешь. Спасибо большое. Авто, спасибо за участие в передаче. Удачи тебе. Спасибо. Это была программа «Оман» на абхазском телевидении. Смотрите нас каждую субботу. До свидания.